В довесок ко всему, самым опасным явлением, которое появилось в нашей жизни, это, конечно же, наркотики. Как и каким образом они вошли в нашу жизнь, мы сейчас с вами поговорим. На жизненных примерах лекторы доводят до школьников, что наркотики – это путь в никуда. Уже после первого их употребления возникает зависимость. Молодежи рассказывают о пагубности запрещенных веществ и их последствиях с точки зрения и законодательства, и религии. Доводы, подкрепленные словом истины, привел имам Джайраха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, да благословен его приветствует, сказал: «Кулу мускирин харам». Все, что опьяняет, это харам, это запретно. В исламе есть такое правило: «Ман сабата зарараху сабатат хурмату». То есть то, что мы установлено вред, чего-либо установлено вред, значит, это и запрещено в исламе. Хоть вред будет маленький или большой, неважно. Главное, если есть вред для здоровья, это уже запрещено в исламе. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла дарара ва ла дирара». Человек, кто бы он ни был, не имеет права, ему нельзя вредить ни себе, ни другому. Если мы будем их употреблять, если там кто-либо с постарения увидит или захочет, или будет употреблять точно так же из-за тебя, то грех тоже будет, естественно, тебе тоже, и ему, и тебе. Потому что он узнал вкус этого из-за тебя, из-за того, что ты дал ему такое попробовать. Мероприятия по профилактике наркомании в этой школе проходят довольно часто. Каждый раз их организаторы привлекают новых специалистов. Разъяснительная работа проходит в сотрудничестве с высшими и средними учебными заведениями, а также с религиозными деятелями. Сегодня в президиуме представители местной администрации, районной прокуратуры, военкомата и богословы. Молодежи привели данные из статистики, и они радуют. За 2021 год на территории Горной Ингушетии не было зарегистрировано ни одного наркозависимого человека. Я от себя очень рад, что в этом районе нет людей, которые употребляют наркотики, которые их сбывают, выращивают. Поэтому будьте бдительны. Я считаю, что здесь все разумные присутствуют дети и не будут проявлять особый интерес вот к этой гадости, как наркотики. Нулевой показатель в районе нужно сохранить. Дети в зале внимательно слушают выступающих. Многие из них, как показал опрос, никогда не сталкивались с наркотиками. К наркотикам у меня чисто негативное отношение, и в жизни я вообще не хочу не то, что их пробовать, вообще встречаться с людьми, которые их пытаются мне втюхать или принимать их, или с наркоманами, вообще нет желания встречаться по жизни. Смотря мы много обсуждали, классный час, были мероприятия, где собирали все там старшие и обсуждали эту тему, и мы уже достоверно знаем то, что наркотики нам никак не помогут, и даже это страшно просто осознать то, что будет после этого. А попробовать когда-нибудь хотите? Нет, никогда. К сожалению, не во всей республике данные из статистики столь благополучны. Наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни в современности. На учете в наркодиспансере региона свыше 1500 человек. Преимущественное их число – это молодые люди, подростки из неблагополучных семей. Оттого и профилактическая работа проводится масштабно. Молодежь нужно сберечь. Адам Мережков, Адам Гулоев, Рамзан Зурабов. Новости 24.